хватит сопротивляться. Не теми мерками наши предприниматели измеряют эффективность своего бизнеса. Эти метрики еще называют метриками тщеславия. Количество просмотров, количество лайков, это все очень приятно. Тебе, скорее всего, прости, просто везет. Там следующий отчетный период, в следующем квартале, в следующем месяце вас ждет черный лебедь. Я заметил то, что народ стал очень стильный. Салям алейкум, Люманбей. Я рада приветствовать вас в нашей студии. Мы сегодня немножко в ином формате, в непривычном для нас в том числе, формат подкаста. Я надеюсь, у нас получится. И я рассчитываю на откровенный разговор, если честно, да, потому что наше с вами виртуальное знакомство началось с такого обмена мнениями по поводу крымско-татарского бизнеса. И если суммировать все те эмоции, которые из нашей переписки, которые я для себя выписала на полях, что называется, то их можно обозначить как не теми мерками наши предприниматели измеряют эффективность своего бизнеса. Насколько я правильно поняла вашу мысль, и вообще поделитесь мыслями по этому поводу? Да, алейкум салям. Во-первых, спасибо, что позвали. Очень приятно поделиться своим мнением, своим опытом перед своим народом. Вот. И, наверное, не то, что мне там что-то не понравилось или там не нравится в крымско-татарском бизнесе. На самом деле я замечаю прям классические паттерны нашего бизнеса. То есть такие же ошибки, по моему мнению, там допускают очень много малых и средних бизнесменов вообще по всему миру. Вот. И у меня есть некий опыт, просто как мы с этим работали, как мы достигали эффективности с помощью внедрения неких метрик, вообще в целом посредством метрик. Вот. И я прошел сюда, для того, чтобы просто поделиться этим. Возможно, кому-то это будет полезно. Если кто-то из наших бизнесменов, предпринимателей или топ-менеджеров каких-то компаний станет чуточку эффективнее благодаря моему опыту, я был бы очень рад. Вот. И в целом буду рад принести пользу своему народу. Так чем нужно измерять успех? Давайте таким простым способом. Цифры и еще раз цифры. Мне мама говорила еще, когда я был ребенком, и вообще у меня получалось с математикой всегда. То есть были способности, но я так не любил ее учить, и вообще не любил учиться. Там эти оценки у меня были всегда такие неважные по математике. И она всегда мне говорила, что математика нужна. Вот. И я спустя только сколько времени, спустя литры своей крови, крови в кавычках, там, спустя просто десятки, сотни ошибок, которые я совершил, понял, что действительно, если ты не оцифровываешь свою деятельность, если ты управляешь вообще чем угодно, не только бизнесом, если ты управляешь деятельностью непосредством метрик, то, скорее всего, в среднесрочной и в долгосрочной перспективе ты будешь в более проигрышном положении, чем те, кто это делает. Поэтому прямой ответ на вопрос. Нужно все оцифровывать, и нужно все мерить разрезом цифр и результата. Скорее всего, это будет результат в деньгах, то есть это метрика EBITDA, самое популярное, самое точное определение успеха, например, бизнеса, то есть это прибыль до вычета налогов. Вот. И в целом способностью измерять динамику и делать правильные выводы не по наитию, не по ощущению того, что у меня классный бизнес, потому что он выглядит хорошо, а потому что я вижу это действительно на своем P&L, на своих графиках, на своих дашбордах. Наверное, этот подход я считаю правильным. У меня есть ощущение, но, опять же, я так со своей политологической колокольни на все на это смотрю, что мы измеряем успех собственного бизнеса заметностью, просмотрами, и какой-то узнаваемостью, скажем так, в социальных сетях. Я понимаю, что просмотры – это тоже результативность, и это один из показателей, и мы можем что-то там измерять, какую-то реакцию клиента, покупателя, интерес, в конце концов, этими параметрами. Но
я прекрасно понимаю, что не все просмотры, далеко не все просмотры ведут в конечном итоге к покупке чего бы то ни было. Да? То есть насколько здесь вот эта тонкая грань и на что стоит обращать внимание в этом смысле? Да, конечно, эти метрики еще называют метриками тщеславия, потому что, да, количество просмотров, количество лайков, это все очень приятно. На самом деле я понимаю, почему люди так делают, просто потому что это легко измерить. Просто потому что, например, измерить правильно ебиду или измерить правильно измерять юнит-экономику или более сложные метрики, LTV, я не знаю, churn rate, retention rate, то есть всякие вот эти вот бизнес-метрики, это сложно на самом деле. А сделать вывод, то, что мой бизнес успешный, я классный бизнесмен, вот потому что у меня есть 1000 лайков, это просто легко. И у человека, как по мне, вообще есть вот эта вот потребность как-то зафиксировать успех и как-то кристаллизировать, да, вот что является успехом. И в условиях, когда бизнес-метрики реально померить сложно, человек смотрит то, что вот я собрал столько-то просмотров, и для него это тоже служит каким-то якорем. Я делаю что-то правильно или я делаю что-то неправильно. Вот. И вот эти метрики, которые мы назвали, они, конечно, не совсем надежны для того, чтобы померить свой бизнес. То есть у вас может быть очень много лайков и просмотров. Вы можете быть популярными. Вы можете быть очень популярными, но за углом, то есть следующий отчетный период, в следующем квартале, в следующем месяце вас ждет черный лебедь, который просто придет и загонит вас в такие долги и в такое плохое положение по бизнесу, что мама не горюй. Вот. Поэтому, да, лучше, конечно, немножко углубиться и более быть приземленным в плане. Начать считать? Начать считать, да, считать в деньгах. Я понимаю, что, конечно же, многие считают в деньгах. Это как бы нет в этом ничего гениального в моем тезисе. Но просто мне кажется, что все мерят поверхностно в деньгах. То есть вот у меня есть касса, вот в конце месяца осталось 300 тысяч рублей в этой кассе, вот значит, я успешный. Реальность, она как бы глубже, и нужно очень много чего мерить. Каждый подход хорошим нужно мерить. Вот и то, что сегодня у тебя осталось 300 тысяч рублей в плюсе, совершенно не значит, что так же будет и в следующем месяце. Вот. И если ты ничего не измеряешь, ты не знаешь причинно-следственной связи, успеха или, например, неуспеха, то ты просто не управляешь бизнесом. И когда в следующем месяце у тебя будет минус 50 тысяч, скорее всего, ты с меньшей вероятностью правильно определишь причину этого. Вот. И в целом в этой эволюционной гонке бизнеса, скорее всего, естественный отбор тебя заберет. И твой бизнес ждут плохие новости. Ну, давайте так. Не у каждого есть возможность нанять какого-то аналитика, который знаком с EBITDA, вот этим вот вашим, да, и прочими вещами, то есть и прочими метриками, рациональными метриками, которые измеряют эффективность бизнеса на том или ином этапе, да, где за каким поворотом нас ждет провал. Что бы вы посоветовали в этом случае, как минимум, с чего начать, да, в какую дверь стучаться, какой промпт написать ИИ, чтобы подсказал, да, грубо говоря, по каким параметрам измерять? Да, вы правильно сделали акцент на ИИ. На самом деле это чудо, а не технология. Вот. И ИИ – это очень широкая сфера. И в аналитике это работает просто потрясающе. Вот. ИИ во многом сейчас уравнивает многих бизнесменов. То есть, например, на своей прошлой работе мне нужно было несколько человек, аналитиков, мне нужны были программисты, мне нужно было кучу времени и ресурсов для того, чтобы, например, проанализировать какое-то действие моего отдела и сделать вывод. Например, мы продолжаем работать таким образом или не продолжаем. А сейчас с помощью ИИ я это делаю за час один без команды, то есть затрачиваю вообще минимум. И эта технология доступна для всех. Вот поэтому, да, первый мой совет – это открывайте для себя ИИ, хватит сопротивляться. Это время прошло. Если вы не используете ИИ, если вы не оптимизируете свои процессы через ИИ, то, я уже сказал этот тезис, то в эволюционной гонке бизнеса, скорее всего, вы будете проигрывать. Вот. А если более такой конкретный совет, забудьте про DeepSeek, забудьте про GPT, купите себе платную версию клауда, и это действительно рабочий инструмент, действительно полезный инструмент. Вот. И анализируйте свой бизнес, и стройте свой бизнес с помощью этих инструментов. Это действительно работает.
Вот. А если... Но искусственный интеллект не сделает вам все. Ну, это не волшебная палочка. Конечно, это не волшебная кнопка, а искусственный интеллект не построит вам бизнес. Я бы рекомендовал, если вы вообще ничего не оцифровываете, если вы не используете data-driven или продуктовый подход построения бизнеса, просто определить 3 основные метрики. То есть первое – это прибыль до учета налогов. Она правильно называется EBITDA, просто извините, я просто привык. Без проблем. Я просто привык, у меня профессиональная память, да. По-простому это прибыль до учета налогов. Вот. Вы можете просто ее измерять, просто делать себе пометки, то, что вот в этом месяце у меня была там прибыль 200 тысяч. Вот. Первое, что вы можете сделать, например, это просто анализировать динамику и дельту. Ну, то есть вы смотрите на показатели своей прибыли, например, не в конкретном месяце, а в разрезе года, вот как по графику изменяется эта прибыль. То есть каждый знает свою прибыль, и вы, хотя бы построив динамику, у вас будут какие-то данные для анализа. То есть, вот, например, прибыль в прошлом месяце была до вычета налогов 400 тысяч, в этом месяце 300 тысяч, ну, значит, что-то идет не так. То есть, есть ли какая-то корреляция, господи, например, с сезоном, вот, или, возможно, я что-то сделал, да, что повлияло на этот результат. Вот, может быть, у меня, например, если у меня кафе, то вдруг мои повара стали, не знаю, готовить менее вкусным образом, или, например, мои сотрудники стали менее вежливыми с клиентом. Или я стал экономить на продуктах. Или я стал экономить на продукте, да, и поэтому я вот заработал меньше. Ну, то есть это хоть какие-то данные, которые могут вам дать возможность как-то приземленно принять какое-то решение. Вот. Да, я сказал потенциальная прибыль. Я понимаю, что это, наверное, сложно. Я просто выходец из диджитал-бизнеса. Мы строили это все в интернете, и там все, возможно, легче все это оцифровать и проанализировать. Вот. Но второе, что я очень рекомендую делать вообще любому бизнесмену, неважно в какой сфере, это оцифровать воронку и следить за конверсиями. Но это просто база. Вот, например, не знаю, у меня есть вот такая идея, она вот недавно родилась, когда я общался со своим знакомым, очень хорошим, у которого сеть общепита. Вот, например, была у меня такая идея, только чтобы никто ее не воровал. Вот это подсоединить искусственный интеллект. У нас честный зритель, так что... Да, я надеюсь, что наши... Ну, а вообще, на самом деле, если кто-то построит этот продукт, то я буду очень, наверное, рад. Если кто-то сделает продукт сильнее меня, пускай. Особенно если выходец из моего народа. Почему нет? Ну вот смотрите, вот идея была подключить искусственный интеллект к камерам наружного наблюдения и просто оцифровать воронку общепита. Искусственный интеллект умеет мерить трафик. Ну вот, например, у вас точка стоит где-то в центре, и он вам посчитает, сколько человек прошло мимо. Это ваш трафик. А смысл любого бизнеса – это превратить трафик в деньги. Любого, абсолютно. То есть превратить просмотры вашего продукта в покупки. Это справедливо для какой-то клиники, для девочки, опять же, которая продает свечки, какие-то ароматизированные на Wildberries, до какого-то гигантского холдинга. Превратить трафик в деньги. И то, насколько ты эффективно делаешь это, отвечает на вопрос, насколько ты эффективный бизнесмен. Собственно. Да, и вот возвращаясь к воронке, да, воронка – это, собственно, путь трафика к покупке. То есть вот поэтому называется воронка. Вот, например, у тебя есть кафе в Симферополе, 10 тысяч человек в день проходит мимо, это твой трафик. Из 10 тысяч человек 2 тысячи человек посмотрели на твою вывеску, обратили внимание на кафе. То есть это уже первый этап конверсии, 20%. То есть конверсия из трафика, ну, там можно сказать, в то, что на твой продукт обратили внимание. Из этих 2000 человек 500 зашли внутрь. Из этих 500, которые зашли внутрь, там 400 дошли до кассы, потом 300 сделали заказ на такую-то сумму. Вот это вот воронка. И насколько насколько у вас эффективно работает воронка, на самом деле настолько и эффективно вы строите процессы.
Вот. Да, воронку вам по-хорошему лучше оцифровывать. И когда вы это сделали, когда вы в режиме лайв можете вот смотреть на эти цифры, вот тогда начинается самая интересная часть в бизнесе. Это когда вы действительно становитесь творческим человеком, и вы начинаете тестировать и анализировать гипотезы. Вот, например, 10 тысяч человек прошло мимо моей кафешки. И только 2000 человек как-то обратило внимание. Ну, просто представим, я сейчас не понимаю, как, конечно, оцифровать и посчитать, сколько человек именно обратило внимание, но, наверное, искусственный интеллект может это сделать. Просто вот он может зафиксировать сам факт того, что человек бросает взгляд на нашу вывеску. Ну, то есть повернул голову или не повернул. Да, вот, например, повернул голову, не повернул. Вот. И для того, чтобы зарабатывать больше, очевидно, что вам нужно, чтобы больше людей обращало внимание на вашу кафешку. Это логично. И тут вы начинаете строить гипотезы. Например, гипотеза номер 1. Давайте сделаем нашу вывеску, допустим, розового цвета. Гипотеза номер 2. Давайте напишем очень большим шрифтом «скидка 20%». Таким образом, вы генерируете гипотезы. По-хорошему, этих гипотез должно быть много, несколько десятков. Потом вы погружаетесь в сами эти гипотезы и исключаете наименее денежные. И вот вы сделали эти 3 действия, там, поменяли вывеску, сделали какую-то акцию, и прошел месяц, и вы вот обратили внимание на то, что теперь не 2000 человек обращают внимание на вашу кафешку, а 2500. Значит, гипотеза сработала. Ну, при прочих равных. Вот. Соответственно, вы совершили правильное продуктовое решение. Вот. Вы это оцифровали, вы померили, и ваш вывод, он твердый, он основан на цифрах. И, соответственно, если сам подход работает, вы просто масштабируете его. То есть, если розовый цвет, например, вашей вывески сработал, окей, отлично, оставляем розовый, давайте сделаем его теперь больше. Давайте добавим больше розового. То есть, гипотеза в потенциале уже не 2500 человек, а 3000 человек обратят внимание. Вот. Ну и таким образом вы можете применять различные, собственно, гипотезы на каждом этапе воронки. То есть вот из тех людей, кто зашли внутрь вашей кафешки, вы также можете придумать очень много способов, как сделать так, чтобы больше людей доходило до вашей кассы, как сделать так, чтобы они там, с большей частотой покупали у вас продукты, как сделать так, чтобы они с большим средним чеком у вас покупали вашу продукцию и так далее, и так далее. И это основная моя мысль, то, что когда вы это оцифровываете, вот вроде это так логично и так понятно, вот, но очень многие это делают по наитию. Ну, по наитию, да. У нас, знаете, как у нас обычно открываются магазины? Обляз Гирей с Исмаиловым. Они это открытие, это шарики, это какая-то увеселительная программа. У меня есть ощущение, что дальше как бы на этом бизнес просто плывет. То есть вот он какое-то громкое открытие, а дальше, ну, мне кажется, аналитику такую никто не делает. Там вывески, повороты головы и так далее. Да, я думаю, что 98%, ну, это просто мое мнение, 98% не делают, и это печально, да. И я вот как раз-таки хочу донести эту основную мысль, потому что это ведет к эффективности. Это ведет к тому, что вы просто больше заработаете, и к тому, что вы просто больше продержитесь. Что нужно написать искусственному интеллекту, который, условно, мы додумались и подключили к видеокамерам, да, искусственный интеллект? Что нужно написать, какой промпт? Ой, нет, это не промпт, это не так работает. Я же как обыватель. Условно, какую задачу поставить искусственному интеллекту, чтобы вот он посчитал что-то и проанализировал что-то после того, как он увидел количество людей? Прямо так ему написать. Тут скорее нужно вайп-кодить. То есть вам даже не обязательно быть программистом. Вот вы можете сделать программу просто с помощью слов. Вот прям так, например, вы скачиваете Cloud-код и пишете ему: я хочу сделать такую программу, которая подключится к камерам наружного наблюдения моей кафешки, и которая будет мне оцифровывать воронку. И прям так ему и пишете словами. То есть ты должен посчитать каждого человека, который пройдет мимо. Ты должен каким-то образом найти паттерн поведения, что они как-то там обратили внимание на мою кафешку. В какой момент, на что? Да. Потом ты должен посчитать людей, которые зашли внутрь, и уже построить воронку, то есть посчитать конверсию.
Вот. И, то есть, таким образом он на самом деле, он вам сделает код, и он вам сам подскажет, что там, как подключать. То есть, если То есть вы... это все просто, по большому счету? Ну, на самом деле, да, это очень сильно упростилось. Конечно, вам нужно знать, что делать, и вас ждет очень много итераций улучшения этого продукта. Ну, то есть он вам изначально даст очень сырой вариант, и вас будет раздражать этот вариант. Вот. Но там, после какой-то 5-10 итерации, ну, то есть улучшения, то есть, скорее всего, у вас плюс-минус появится качественный продукт. Или, например, дождитесь, пока я это сделаю, и да, и просто купите у меня потом. Купить у вас. Да. Окей, мы запомним ваше имя, если что, обратимся. Вот мы с вами до начала записи говорили о том, что, по большому счету, наш средний и малый бизнес, он ничем таким не отличается, то есть нет его такой особенности, как там в других сообществах, в других географиях. Он ведет себя приблизительно одинаково, да? Да. Но если говорить о 3 частых ошибках, которые вы наблюдали, находясь за пределами Крыма, и которые повторяются здесь, в Крыму, то есть самые 3 частные ошибки в поведении, в выстраивании бизнеса, среднего и малого бизнеса. Ну, я, наверное, вот одну такую прям назову. Я уже с самого начала подкаста об этом говорю. Это data-driven подход. Data-driven продуктовый подход. Это когда вы принимаете решения не по наитию, не потому, что вы так чувствуете, не потому, что ваша жена или ваш муж так считает, а потому, что вы проанализировали, вы собрали цифры, вы провели как некий анализ, нашли некие причинно-следственные связи, провели там какой-то эксперимент, АБ-тест, и на основе этих твердых реальных данных цифровых вы принимаете решение. Куда вести бизнес, на каких клиентов ориентироваться, как строить продукт, какой у меня должен быть продукт, какая у меня должна быть цена. То есть вот это на самом деле это очень частая ошибка. И я вам скажу, иногда даже крупные предприниматели федерального уровня, известные топ-менеджеры федерального уровня не совсем понимают важность этого подхода. Да, что далеко ходить, я сам очень много совершал ошибок в своем карьерном пути и принимал вообще неверных решений, потому что я просто полагался иногда на свой опыт, на свое наитие какое-то. Вот я же знаю наш бизнес, я же знаю наших клиентов, я же знаю, что им нужно. Вот я же знаю, что это точно сработает. Ни ваш опыт, ни наитие, ни профессиональная оптика не помогли вам? Нет. Без цифр? Нет, они помогают. Иногда ты действительно угадываешь, иногда ты действительно попадаешь. Но это случайность. Да, но дело просто в том, что ты не управляешь своим процессом. Вот это, наверное, ключевой тезис. Если ты не собираешь данные, если ты не анализируешь данные и не строишь управление своим бизнесом на основе данных и цифр, ты не управляешь своим бизнесом. Тебе, скорее всего, просто везет. Вот. То есть ты можешь быть очень успешным бизнесменом, действительно твой бизнес взлетит, но это скорее исключение, чем правило. Ну, опять же, до первого встречного черного лебедя. Да, до первого встречного черного лебедя, именно так. Вот. И, например, очень важно анализировать не только провалы, а и победы. То есть просто очень многие, например, погружаются в цифрах, из тех, кто делает это, из тех, кто строит дашборды, то есть это очень много графиков, которые это все оцифровывают. Очень многие ведут себя следующим образом. Там проходит какой-то период отчета, например, квартал. Там прошел 2-й квартал. Наша прибыль там какого-то из отдела упала на 20%. И тут начинается переполох, все начинают махать шашками, что случилось, идут, ковыряются в цифрах, ищут причины. Это классическое поведение. Но, например, очень важно еще и анализировать причину побед. Но у нас этим никто не занимается часто. А иногда важно понять, за счет чего ты получил это. Я бы сказал, это важнее, чем понять причину неудачи зачастую. То есть я в апреле заработал на 30% больше, чем в марте. Почему это произошло? То есть что я сделал такого, или что случилось с конъюнктурой рынка, что я заработал на 30% больше. То есть, а почему это важно анализировать? Потому что это нужно повторить. То есть какие-то правильные решения, которые мы принимаем, которые мы делаем, мы же хотим зарабатывать больше, в этом ведь и смысл бизнеса. Конечно. И поэтому это анализировать очень-очень важно.
Есть еще один момент, который меня, когда я смотрю там по сторонам на наш крымско-татарский бизнес, мы, в принципе, можем это как бы экстраполировать на весь средний и малый бизнес. Да? Он, по большому счету, имеет нюансы, но я бы не сказала, что там критически отличается. Но, как обычно, мы говорим о себе, любимых. У меня есть ощущение, по крайней мере, что крымско-татарский бизнес, он построен на земле. Ну, не в буквальном смысле, я имею в виду, а в том, что мы обязательно должны быть привязаны к чему-то, то есть к какому-то материальному продукту. Кафешка, если она у тебя есть, окей, ты бизнесмен. Магазин, если он у тебя есть, окей, ты бизнесмен. Рестораны и так далее, и так далее. То есть обязательно должен быть какой-то объект, который тебе, физический объект, либо продукт, который тебе приносит прибыль. И когда мы говорим о расширении, о масштабировании, у меня есть ощущение, что мы растем горизонтально. Да, и то есть вот это наше масштабирование – это количество кафешек, количество, я не знаю, там, гостиниц, количество этажей в гостинице и так далее. Но мы не растем вертикально, скажем так, да. И то есть мы не меняем уровни, грубо говоря, да. Вот у вас какая оптика? Что показывает, точнее, ваша оптика? Да, я понял ваш вопрос и понял ваше замечание. Я с ним скорее согласен. Действительно, я вижу, что масштабируемость в количестве иногда важнее, не иногда, а почти всегда важнее для нас, чем масштабируемость в качестве. Ну, твой статус как бизнесмена растет с количеством предприятий. Да. А как показывает опыт вообще, как бы всемирная практика, то самые успешные корпорации мира, они как раз-таки те корпорации, которые беспокоятся о росте в вертикаль. То есть, например, если мы говорим про Apple, да, кажется на момент сейчас это самая высококапитализированная компания, они как раз-таки сейчас самая дорогая компания, потому что они улучшают свой продукт, а не потому, что они строят лишние заводы. Да, у нас есть вот такая особенность, что масштабируемость в горизонталь важнее, чем в вертикаль. А почему важнее? Ну, я для себя знаю, почему важнее, потому что это технологии, это уровни, это, ну, скажем так, абсолютно другой способ мышления, да, другой способ мышления. То есть для меня вот это вот вертикаль вот таким образом. С вашей оптикой как оно? Ну, потому что ты должен улучшать свой продукт, потому что ты работаешь на конкурентном рынке, вот, и если честно, вы даже в ступор меня загнали, потому что как будто бы такая очевидная вещь. Я тоже смотрю и понимаю, что как бы не тем меряем абсолютно. Ну, может быть, мы попробуем использовать другой заход. Вот, например, у кого-то есть идея, какой-то стартап. Давайте-ка я там произведу, просто для примера, более удобные пластиковые стаканчики. Например, вот они будут отличаться от всех пластиковых стаканчиков, которые вообще есть на планете Земля. И вот человек думает, что вот все будут покупать эти стаканчики, вот все будет классно, его продукт самый лучший, самый классный, и он берет и сходу строит гигантский завод. Берет инвестиции, не знаю, на $1 миллиард, нанимает 1000 сотрудников, делает там многомиллионные рекламные кампании, вот, производит партию из миллиона таких стаканчиков, и эти стаканчики никто не покупает. Упс. Поэтому как бы более здравый, более правильный подход, когда ты делаешь, не знаю, 5 стаканчиков, показываешь своим друзьям, они говорят, крутой продукт, они говорят, в принципе, прикольно, но вот здесь мне неудобно, это мне не нравится, цвет какой-то непонятный. Вот. Ты улучшаешь продукт. И как бы чем конкурентоспособнее, чем сильнее продукт, то есть чем большему количеству людей он откликается по своему функционалу, тем просто у тебя больше спроса, и твой бизнес как бы растет сначала в качество, а потом ты качество дополняешь количеством. Вот. То есть если у тебя кафешка, вот, сначала заполни, сделать так, чтобы посещаемость была в рамках бенчмарка. Бенчмарк – это такой уровень конверсии, который считается норм по рынку. Ну, то есть, если твоя кафешка заполняется в среднем на 60%, вот, то это считается ок. Я просто не знаю, какие уровни в общепите, это просто не моя сфера. Вот, то есть сначала достигни вот этих параметров в рамках своего бизнеса, в рамках своей сферы. И как ты только этого достиг, как ты видишь, что у тебя сходится экономика,
То есть людям нравится продукт, вот потом ты уже готов действительно открывать вторую кафешку, третью кафешку и так далее. Вот. Но если у тебя есть заведение, не знаю, которое заполняется на 10%, или на 20%, и у тебя еле-еле как сходится юнит-экономика и вообще все показатели по деньгам, и ты такой, в принципе, можно еще и в Марьино открыть. Вот вы вначале говорили, да, мерки тщеславия. Вот тут же такая же история. Там одна кафешка вытягивает остальные 3, понимаете? Но вот закрыть это и морально тяжело, то есть признать свою неудачу, но как бы без этого нет роста. Ой, да, а еще мы же, все-таки хорошо относимся друг к другу, и вот, иногда... Хорошо, это сейчас была ирония или нет? Нет, это не ирония. Вот у меня было много кейсов, случаев, когда там, не знаю, нужно было забронировать. Вот я расскажу реальный случай. Вот нужно было забронировать столик в кафешке. Вот. И сотрудник кафешки допустил явную ошибку. То есть он нас неправильно сориентировал, в итоге мы не смогли забронировать, и не было уже мест. Вот. Очевидно, была ошибка сотрудника. Это нормально, абсолютно каждый ошибается. Человек, ничего нет все плохого. люди человеки, но... Вот. Но мы начали выяснять причину, мы, очевидно, были недовольны. Вот, естественно, нам передали телефон управляющему. Вот. И тут управляющий начал не менеджерить ситуацию, то есть не применять всякие там фишки по клиентскому сервису, чтобы загладить ситуацию, сделать так, чтобы не потерять потенциального клиента. Давайте мы вам предложим столик на следующий день, удобное для вас время. То есть вот этого вот всего окружения внимания не было. Да, именно так. Он начал прям очень сильно огораживать сотрудника своего. Это, в принципе, тоже окей, это нормально, но просто по моему опыту, я очень много работал в клиентском сервисе, вот, это не самый правильный подход. И как будто бы это наша особенность и черта, то, что, да, мы действительно близки друг к другу, как мне просто кажется. А иногда, когда ты строишь бизнес, ты должен увольнять людей, ты должен отчитывать людей, ты должен применять санкции по отношению к своим сотрудникам. Вот, если у тебя неприбыльная точка, да, там работает 10 человек, там работает 20 человек, но ты должен думать в разрезе своей прибыли. Иногда ты должен принимать тяжелые решения. Непопулярные. Непопулярные, конечно, да, без этого никак. Да, конечно, ты настроишь против себя несколько человек, но ты должен ответить на вопрос, тебе нужна прибыль или тебе нужны лайки? И вот когда я учился в Турции, и я вот как раз работал по специальности, то есть я учился на прям администрирование, это мой профиль. И я всегда удивлялся, почему нам каждый семестр мои турецкие преподаватели говорили один и тот же тезис. По-турецки он звучит так, как... По-турецки это звучит «işletmenin temel amacı kar elde etmeye». По-русски это переводится как «основная цель любого предприятия – это производство прибыли». И больше ничего. И вроде это так логично, и вроде это так понятно. И я не понимал, почему на каждом предмете, предмет по администрированию, экономика, маркетинг, у нас было много предметов, и нам каждый преподаватель говорит одно и то же. А оказалось, что далеко не все это понимают, далеко не все держат это в голове, просто как такой основной тезис. Вот. А это очень важно. Раз уж вы заговорили про учебу свою, я знаю, что у нас зрители очень часто любят, когда вначале описывают там жизненный путь, кто вы, что вы, но я, как обычно, делаю по-своему, поэтому давайте поговорим о вас, да, то есть представим вас, так сказать, в полной красе, где учились, когда уехали из Крыма, где в Крыму обитаете, откуда ваши корни, как у нас принято с этого начинать, да? Немножко о себе, Илюманбей. Да, конечно, я родился в 98 году в Симферопольском районе. Вот, корни у меня бахчисарайские, если это правильно говорить, да, то есть мои предки из Бахчисарая. Вот, я до 18 лет жил в Крыму. Я поступил в Крымский университет в НАПЭКС, потому что я с детства рисую. Просто любил рисовать. Поступил на архитектора, понял, что это не мое. С детства хотел учиться где-то за границей. Мне очень нравилась Турция, просто как страна. Вот, и я поступил в 2016 году в Турцию и уехал туда учиться. Я недавно совсем вернулся в Крым, то есть я 10 лет, можно сказать, что основной
основным местом моего обитания была Турция. Вот. И поступил я на администрирование, то есть мой профиль — это управление персоналом. Еще у меня было 2 профильных предмета — это экономика, это маркетинг. Вот. И жизненный путь сложился таким образом, что когда стукнул ковид, и очень много компаний, и очень много стартапов перешло на удаленку, и мой университет тоже перешел на удаленку. Вот. Мой очень хороший знакомый, очень хороший друг, вот, до сих пор ему благодарен, вот устроился в малюсенький стартап, который был связан с маркетингом. Это стартап, который делал автоматизацию, упрощение инфлюенс-маркетинга, вот, в частности, в телеге. Вот. Да, мой друг тоже был крымский татарин, тоже был тем, кто уехал из Крыма учиться в Турцию. Вот, и он так красочно мне описывал то, что вот он работает удаленно, он работает в IT, а по факту это была IT-сфера. Вот. А ему так это нравилось, что я в один момент не выдержал. Я говорю: слушай, я хочу тоже там работать. Вот. Я пошел на собеседование, и меня приняли вот на должность просто продавца. Вот. И я устроился в эту компанию за 15 тысяч, собственно, продавать услуги этой платформы. Давайте подметим, что 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей, 15 тысяч рублей, да. Но мне так нравилось, это была удаленная работа, очень классный коллектив. Я был вот в числе первых, кто вообще начал работать в этой компании. Вот. И параллельно я еще учился, то есть мне оставался еще год до конца моего университета. Вот. И так получилось как-то так, что компания выросла до каких-то невероятно гигантских масштабов, стала признанным лидером рынка инфлюенс-маркетинга вообще федерального уровня. И вообще даже не только в России, а даже за пределами России. Вот. А я из менеджера по продажам вырос в коммерческого директора. Вот. Ну и, кстати, наверное, аудитории будет интересно узнать то, что вот я уже говорил, да, то, что мой друг, который первым пришел работать в эту компанию, он тоже крымский татарин, вот у него тоже очень шикарный карьерный путь получился. Он тоже вот из менеджера техподдержки тоже вырос до директора. Вот поэтому, да, есть у нас талантливые ребята в нашем народе. Их, в этом-то никто не сомневается. Их немало, да. Вот мы как-то своим трудом, своим трудолюбием вот этих вот позиций достигли. Я уже не работаю в этой компании, то есть я уже полгода как не числюсь сотрудником этой компании. И вот как раз-таки, да, я с компании ушел, просто ушел, все было окей. Вот. Просто мы работали много, и вот да, мой дневной график перестроился, и я очень соскучился по Крыму, потому что меня долго не было, и я вот вернулся сюда, чему, собственно, очень, очень рад. Вы говорили о том, что очень много талантливых крымских татар, ребят, которые работают. Этот ваш тезис напомнил мне о другом тезисе, тоже вашего коллеги-айтишники, который сделал такое замечание, что очень часто наши ребята настолько, действительно талантливые, профессиональные в своей сфере, но при этом не умеют себя, давайте назовем это, продавать, да, на самом деле позиционировать, да, то есть выстраивать какую-то вот свою историю, как себя представить и как себя выгодно показать, да, то есть мы, к сожалению, зачастую, это не единственная мысль и не единственное, скажем, такое мнение о нас, да, мы зачастую проигрываем, когда надо вот себя сказать «я», да, и сказать «я могу вот это, я могу вот то-то, то-то». У вас как с этим? Как ваши ощущения на эту тему? Да, я согласен. Я не сильный знаток нашей истории, но мне кажется, что это просто логично. Из тех фактов, что я знаю, то есть нам приходилось буквально выживать последние 80 лет, если не больше. И у нас очень сложная история, у нас очень много испытаний, это ни для кого не секрет, ни для кого не новость. И как будто бы это действительно сложилось вот так вот. Вот эти обстоятельства привили нам как будто вот это вот чувство, то, что нужно быть немножко потише, в тени. Возможно, да, особо не высовываться, особо как-то не кричать о себе. Да я, наверное, о себе тоже могу сказать, что у меня есть такое качество. То есть и когда мы с Османом
Вот просто там обсуждали там на какие-то там вот рабочие, околорабочие темы общались. Мы очень часто приходили к мнению того, что у нас есть синдром самозванца. То есть вот вроде ты смотришь, и ты крутые вещи делаешь, и есть подтверждение там, в цифрах, что там достиг каких-то много-много N порядка там, результатов по прибыли, очень-очень больших. Вот, и вроде есть какие-то маркеры, но все равно ты думаешь, да нет. Ты сомневаешься. Но ты все равно сомневаешься, да, ты думаешь, да я даже вот сейчас здесь сижу, вот, и думаю, а кто я вообще такой? Чтобы кого-то чему-то учить, Чтобы да? чтобы кого-то чему-то учить, да, вот. И есть такая черта, она действительно. Вы с этим как-то работаете, боретесь? Или просто мы фиксируем и идем дальше? Я борюсь, и мне помогает мой первый тезис, это цифры. Цифры. То есть, когда у тебя есть твердые данные, твердые маркеры, что такое успех, а что и успехом не является, то ты просто становишься увереннее в себе. Вообще следите за тем, что происходит, какая там социальная жизнь, условно говоря, происходит в Крыму, какие процессы проживают там ваши одногодки, ваши ровесники, как это вот со стороны. Я вот всегда, когда у нас появляются гости, которые давно не были в Крыму, я всегда пытаюсь вот снять, так скажем, этот слой впечатлений. Да, есть замечания некоторые. Сразу замечания или наблюдения? Нет, замечания в хорошем смысле, не в плохом. Я заметил то, что народ стал очень стильный. Стильный. Очень стильный и очень красивый. Действительно, я жил во многих городах Турции, я жил в Таиланде, я жил в Москве, я был во многих европейских городах и странах. И меня очень удивило то, что наши люди очень красивые. Ну, в хорошем смысле, без чего-то плохого, действительно очень стильно одеваются, очень классно умеют, вот даже вот как они ходят, как они вот перемещаются в пространстве, вот по городу, там, тому же Симферополю. Ну, прям, ну, даже я не везде в Москве такое видел, что у нас вот центр города, как будто это прям подиум, по которому ходят модели. И я считаю, что это хорошо. Но при этом есть дисбаланс, когда мы не можем себя спозиционировать. Ну да, но может быть, да. Но я вот то, что мы не можем себя спозиционировать больше вот с профессиональной точки зрения, да, оцениваю. А кажется, в плане это как-то там проявить себя вот внешне, как-то... Легче? Как будто бы нет с этим проблем. Вот, ну вот, Например, кстати говоря, вот я сказал то, что у нас наши бизнесмены не особо отличаются от бизнесменов из других частей мира. Но мне кажется, что... Но нюансы есть, да? Есть нюансы, Давайте и нюансы в хорошую сторону. Например, очень многие наши бизнесмены просто по ощущению, по наитию понимают, что очень важен СММ. Вот. Я не знаю, как вы относитесь к СММ. Я сейчас озвучу свое мнение. Да, на самом деле СММ это очень важно, потому что я уже говорил сегодня, то, что суть любого бизнеса это превратить трафик в покупку. Вот, и у тебя может быть мега-супер классный продукт, лучший в мире, но если у тебя нет трафика, если мало людей знают о твоем продукте, успеха у тебя не будет, никто не будет у тебя покупать. И на самом деле это тренд, он до сих пор сохраняется. И то, что наши бизнесмены понимают, что вот нужно делать СММ, нужно привлекать внимание к себе, к своим продуктам, именно к своему бизнесу. Вот, это круто, и это правильно, я считаю. Я с вами абсолютно согласна. Функция СММ, она в этом и заключается. Да? Что сделать что-то видимым, показать твои позитивные стороны, твое отличие от конкурента, ну и вообще в этом конкурентном поле, да, что чем ты интереснее, чем твои оппоненты по бизнесу, что называется. Но я ж наблюдаю за тем, как у нас это происходит. И вот в реализации я вижу, что это больше и чаще всего превращается в снять красивую картинку. Без ресерча, без понимания, кто твоя клиентская аудитория. И по большому счету это превращается в то, чтобы получить классно много лайков, много просмотров. Но, как мы говорили с вами ранее, просмотры – это не всегда покупка. И твой лайк – это не всегда твой клиент, да? Да, вы правы, конечно. Да. Вы сказали
сказали очень классное слово research. То есть по-русски это исследование, анализ, да. Это очень важная штука. Давайте просто остановимся, заострим на это внимание. Это я вот, кто нас будет слушать, призываю вообще всех делать ресерч, глубокий ресерч. И если хотите каких-то там лайфхаков, то используйте искусственный интеллект. Он классно справляется с этой функцией. Ну, то есть вот мы начали говорить про пример взяли SMM. Вот SMM-щиков сейчас много. Ну, кстати, это очень странно, потому что мне вот недавно понадобился SMM-щик. И что, вы не нашли SMM-щика? Порекомендуйте, пожалуйста. Я не нашел. Без проблем. Я не нашел SMM-щика. Вернее, я нашел, но я еще не определился с SMM-щиком. У меня есть пару номеров. Да, мне нужен вот для моего нынешнего проекта толковый SMM-щик. Вот. Оказалось, господи, что-то с этим трудности. Вот. Ну вот, допустим, вот вы SMM-щик, и для того, чтобы вам сделать ролик, который, ну, все, наверное, поймут, который залетит в тренды, в рилсы, в YouTube, в другой некой сети. Вот. Но вам нужно понимать, что делать, как делать, для чего делать, с прицелом на целевую аудиторию. Для того, чтобы это сделать нормально, вам нужно провести некое исследование. Кто моя целевая аудитория, чем она интересуется, чем она живет. Потому что вам же нужно не просто трафик собрать, вот, а трафик собрать целевой. Вот. И я понимаю, что сделать хороший ресерч самому сложно. Если вам действительно очень сложно это сделать, воспользуйтесь, опять же, клаудом. Он классно анализирует данные. Воспользуйтесь Gemini, ИИшкой от Гугла, и воспользуйтесь плагином, отдельный ИИшка от Гугла, называется Notebook LM. Работает очень хорошо, помогает действительно сделать очень хороший ресерч. Ну, вот как раз его и нет. Поэтому вот и мое отношение к СММ сегодня складывается именно таким образом. То есть у нас же школы целые создаются и по выпуску СММщиков, но по выходу мы получаем, видеографов, фотографов, грубо говоря. Я не хочу никого обидеть, я сразу извиняюсь перед тем, если я задела чьи-то чувства, как говорится, да. На самом деле, я просто хочу, чтобы было качественно, да. Я просто хочу, чтобы люди понимали, что деньги нужно вкладывать и получать с этого результат. Конечно, то есть в этом и смысл, да, вклада в образование. Просто я человек, который сам занимается исследованиями, и поэтому, так немножко так профессиональная боль, скажем, да, когда я вижу, что наобум создан продукт. Да, я, наверное, согласен. То есть те случаи, когда я обсуждал SMM и с SMM-щиками, и с бизнесменами, на самом деле это было вот ровно так, как вы сказали. Вот. И давайте дадим просто больше мяса, а не воздуха в моих словах, простите. Вот, допустим, вот вы бизнесмен, и вы наняли СММщика. Вот что может быть метриками того, что этот СММщик, вы не просто так заплатили ему, не знаю, 50 тысяч рублей, 40 тысяч рублей, или сколько угодно, а измеряете, сколько реально лидов он вам принес. Лид — это потенциальный клиент, это просто самая такая понятная метрика вообще во всем маркетинге. Вот, весь маркетинг, он мерится лидами. Вот он привел вам, не знаю, 100 лидов, из которых 30 купило на оборот, и они дали вам вот выручку 150 тысяч рублей, ваш take-rate, то есть ваша маржа 30%, вот вы заработали 50 тысяч чистыми, вы ей заплатили 50 тысяч чистыми, вот вы вышли в точку безубыточности. Вот она уже не зря поработала, потому что из этих клиентов, которые вы скупили, они могут купить второй, третий, четвертый раз, скорее всего, это будет окупаться. Вот, делайте хотя бы вот такую элементарную аналитику, чтобы просто... Да, это очень банально, вообще ничего гениального. Вот, но так вы будете хотя бы управлять этим процессом. Вот, а иначе просто, очень, очень часто вы просто будете полгода платить человеку, израсходуете очень много денег, вот, и только спустя энное количество месяцев вы поймете, господи, а что я вообще получил? Вот я заплатил вот я выдал ей зарплату на 500 тысяч рублей. Не знаю, год она поработала, меньше года.
А что от этого получило? Вы, возможно, даже... Я вас разочарую, извините, что перебиваю, я вас разочарую. Ни один СММщик, ну, по крайней мере, из того, что я знаю по Крыму, не работает год на одном месте. Да? Действительно? Да, и вот мы буквально сегодня перед нашей с вами встречей рассказывали, что, ну, сгорают, то есть 2 месяца, потому что, ну, любая творческая работа – это опора на какой-то материал, да, на какую-то музу вдохновения, да, и в нормальном случае в музе и вдохновении будет цифра, да, и какой-то материал, какие-то гипотезы, на которых ты основываешься и делаешь эту свою стратегию, да, в СММ, выдерживаешь эту линию. А тут просто на креативе как красиво снять, и все. И поэтому очень быстро как бы выгорают эти специалисты, и предприятия теряют, а, соответственно, с каждым новым СММщиком меняется рука, да, меняется подход, это проблема. И все, да. Вы так интересно сказали, вы сказали, что СММ – это творческая профессия. Для меня это в первую очередь аналитическая профессия. В наших реалиях творческая. Да, я понимаю, я сейчас не спорю, да, просто вот разные восприятия, потому что для меня маркетинг – это, ну, цифра и ничего, кроме цифры. Да, конечно, есть и творчество, конечно, тебе нужно там придумывать что-то креативное, чтобы цеплять внимание аудитории. Конечно, это очень важно, но... Не знаю, по моему опыту. Ну, креатив – это же не только про художественность, да? Креатив – это как цифру преподнести так, чтобы это было съедено покупателем. Я просто представляю, как наши маркетологи вот в корпорациях, да, вот приходят на совет директоров, где сидят акционеры, и говорят: мы сняли 3 красивых ролика. Вы сейчас будете смеяться. Я была свидетелем одного совещания, где считали качество роликов и количество роликов. Да. Ну да, это они бы, наверное, вылетели вообще спустя несколько секунд. Вот. Да, это смешная история. Я же вот сижу такой, типа крутой, и говорю, вот что надо вот считать. Я же сам к этому пришел, опять же, с помощью там проб и ошибок, и потому что очень много ошибок совершал. Вот я помню, как я первый раз прохожу, ну, там, компанию Q, это не секрет, я могу это сказать, в определенный период, ну, наша компания была очень успешна, ее купил очень классный фонд, вот, ну, не буду называть, какой фонд, вот, и там было 3 основных акционера, и они работали в очень известном мировом банке в свое время, вот, и эти ребята, ну, вы знаете, вот один акционер, он, вот если ему показать таблицу в Excel из, не знаю, 100 строк и очень много там столбцов, вот он как будто бы, я не знаю, у него как будто бы подсвечивается красным цветом, где мы там что-то неправильно посчитали. Это как в «Играх разума», да, в фильме? Да, он как будто бы вот прям видит то, что так, я сразу вижу, что вот здесь посчитано неправильно, вот здесь формула выведена неправильно. Я просто не понимал действительно, как он это делал, прям вот, и... да, я помню, что первый вот наш звонок, и что-то... Да, один из первых звонков, и что-то меня спросили мнение касаемо чего-то, потому что я отвечал за деньги, вот, и, ну, меня спросили, типа, ты согласен, что мы делаем так, там, а не иначе? И там какое-то стратегическое направление какое-то. Я говорю, да, я согласен. Они говорят, почему? Я говорю, ну, как это? Я ведь столько лет работаю. Я ведь знаю своих клиентов, я ведь знаю наш бизнес, я ведь знаю, что это будет классно. И, ну, разговор со мной был не очень приятный с ним. После такой аргументации? Мне дали понять, что, парень, ну, давай-ка ты больше не будешь так говорить, давай-ка ты там перед тем, как примешь решение, проанализируешь рынок, проанализируешь конкурентов, проанализируешь там хотя бы какие-то элементарные графики, и потом будешь вот так вот уверенно давать ответ. Вот, и да, и возвращаясь к СММ, да, извините, я очень часто там увожу в сторону разговор. Возвращаясь к СММ, да, многие понимают, что СММ нужен, и это круто. Это первый шаг. Это классно. Да. И давайте попробуйте перейти на шаг 2, оценивайте эффективность. Почитайте «Основы маркетинга» Филиппа Котлера, да? Ну, как минимум. Как минимум, да, как минимум. Да. На самом деле, не пугайтесь этого, не нужно быть прям математиком каким-то, прям профессором. То есть вот эти логарифмы, производные никто не считает. То есть это элементарная математика. Вот вы потратили столько, получили столько. Вот рекламная кампания шла, не знаю, месяц-два, и вы привлекли 100 лидов. Вот, и 100 лидов конвертировалось в 20 покупок. Вот просто элементарную конверсию считайте. Это вам ответит уже, не знаю, на 70-80% вопросов.
Вы говорили еще про стартап-культуру, то есть стартап-опыт свой, да, и если эту историю примерять на Крым, то есть это действительно определенные коммуникационные навыки, это совершенно другие скиллы, да, то есть создавать какой-то от идеи перейти к ее реализации, и вот предложить кому-то, продать кому-то, найти инвестора и так далее. Да. Насколько, вот по вашим ощущениям, эта история вообще применима в Крыму, и насколько мы готовы, учитывая там неумение там самопрезентации, неумение говорить «я» и так далее, и так далее, и так далее? Я вообще не знаю ни одного стартапера крымского. То есть очень многие путают понятие стартап с малым бизнесом. Угу. Стартап – это не равно малый бизнес. Стартап – это когда ты видишь боль, какую-то проблему, угу. Вот, а хорошо, что это какая-то, если это будет какая-то широкая проблема, и ты ее решаешь. И с помощью решения вот этой боли ты строишь, собственно, этот бизнес. Но если ты строишь, если ты поставил точку шаурмой, то ты не стартапер, ты просто представитель малого бизнеса. Это неплохо, но просто... А стартап – это именно про решение болей. Вот. И тут ключевым параметром является скорость и умение подстроиться под реалии рынка. Это самое просто ключевое. А еще вот секрет, возможно. Вообще-то никакой не секрет, даже книги есть. Очень много книг об этом написано, о том, что слушать клиента. Вот вы нашли какую-то боль, я не знаю, вот что-то в Крыму работает плохо. Я не знаю, вот у нас там что-то не налажено, и очень многие жалуются, что вот нет чего-то. У меня целый список болей. Да, и как думает стартапер, вот давайте попробуем решить эту боль. Угу. И вот он делает какой-то прототип, извините, пожалуйста, за мои французские, из дерьма и палок. Это вообще самый правильный принцип построения. Ты делаешь что-то очень быстро и очень дешево, и ты проверяешь гипотезу. Если ты видишь, что есть какое-то движение на рынке, что люди хотя бы, не знаю, обращают на это внимание, есть какие-то первые ощущения даже, не продажи, а ощущения продаж. Вот, допустим, вы просто что-то выплюнули на рынок, у вас еще не налаженная система там, оплат, у вас там еще не открыто там ИП или ООшка. Вот. Но просто вы хотите проверить, вообще людям это надо или не надо. Вот вы делаете вот элементарный MVP, то есть первую модель, там 5-копеечную. Вот. И вы постоянно смотрите на реакцию ваших клиентов, вы слушаете ваших клиентов. Вот, слушаете и постоянно подтачиваете, дотюниваете, улучшаете свой продукт под наиболее эффективное решение болей, которые вы, собственно, пытаетесь решить. Ваш опыт с заказом столика в ресторане о чем говорит? Мы слышим клиентов? Нет. То есть стартап-культура еще долго не будет нашим коньком? Ну, вы знаете, да вообще в целом мало стартапов по всему миру. То есть я бы не сказал, что вот мы какие-то не такие. В целом умение построить стартап – это очень-очень редкое качество. Вот, то есть, да я не знаю, я себя не назову стартапером пока что. То есть у меня пока что нет прям своего личного успешного стартапа. То есть это в целом очень редкое качество человечества. Эксклюзивчик, так сказать. Ну, конечно, конечно. Чуть-чуть еще про ИИшку поговорим. Давайте, да. Окей, мы уже знаем, что можно вот буквально вот так вот с кондачка, что называется, да, подключить камеру и что-то анализировать. Где еще человеку, у которого ограниченный ресурс для того, чтобы вложить в бизнес, для того, чтобы улучшить ее, он точно не может нанять ресерчера для того, чтобы там, понять, где причина, где не складываются цифры, грубо говоря, да, или какого-то аналитика там, да, с хорошей математикой. Что еще может решить ИИ? Классный вопрос. Дам прям конкретные примеры. Например, вам не обязательно нанимать больше и больше продажников. То есть очень много бизнесов строится на продажах, и очень многие нанимают менеджеры по продажам, чтобы что-то продать. Вот. Например, вот с этим уже справляется ИИшка. И я, наверное, могу сказать то, что у меня, например, на этапе пресейла в продажах, вот в той компании, в которой я работаю сейчас, искусственный интеллект, который на самом деле люди не понимают, что с ними работает искусственный интеллект, вот он показывает конверсию в продаже 10%, при том, что конверсия в продаже от человеческих рук у меня, по памяти, была 6%. То есть это эффективность на 50%, правильно? Больше. Вот. И при том, что
эта штука у меня работает буквально месяц. Ее еще нужно улучшать очень-очень-очень много, но это прям уже сейчас показывает себя эффективнее, чем человек. То есть... Вы откажетесь от своих физических продажников? Я думаю, да. Это то самое непопулярное решение? Да. Я думаю, да, это просто эффективнее. Ну, вы должны принимать эти решения. Но он не ест, он не спит, он не болеет. Он не спорит с твоими решениями. Конечно, очень хорошо, когда спорит с своими решениями, но если ты уже сделал ресерч, и ты понял, что давайте мы сделаем АБ-тест из вот этих двух вариантов, то очень хорошо, конечно, чтобы менеджеры делали так, как ты им указал в регламенте. Вот. Потому что чтобы тебе просто элементарно понять, какой из вариантов А и Б просто предпочтительнее. Вот. Они работают в выходные, они работают ночью. Они отвечают за 2 минуты. Они всегда в хорошем настроении. Какая прелесть. Да, Чудо-работники. Да. И стоит это, ну, не знаю, у меня подписка на клауд стоит 10 тысяч рублей. Я сделал первого агента за, я не знаю сколько, за дня 3 допилил. Ну, конечно, у меня был бэкграунд, конечно, я знал, как это должно работать. У меня большой опыт в клиентском сервисе, на самом деле большой. Вот, потому что я прям за коммерцию уже отвечал в телеге. Ну, в принципе... Я думаю, что каждый это может сделать. Там посмотреть какие-то обучающие видосы, посмотреть опыт рынка. И вот это уже можно сделать, например. То есть вы можете уже не тратить сотни тысяч на зарплаты, например, а делать своих искусственных менеджеров. Немножко про личное давайте. А как вы относитесь к успеху и что для вас успех? Хороший вопрос. Ну... Я не знаю, как отреагирует аудитория. Я люблю деньги, но не в классическом понимании деньги. То есть для меня деньги – это как вот очки в видеоигре. То есть если для меня деньги – это просто вот мерило того, что я сделал что-то крутое. Я просто как с точки зрения бизнеса, вот предпринимательства рассуждаю. То есть я хочу там построить какую-то успешную компанию. Да, я хочу, действительно. Я хочу очень поменять, там, сделать удобнее жизнь людей. Не только в Крыму, вообще там всего мира. Я считаю, что каждый человек в мире способен на великие подвиги, на великие свершения. И вот как раз, кстати, искусственный интеллект во многом уравнивает наши возможности. То есть вы, сидя в Крыму, можете создать некий стартап, которым будут пользоваться во всем мире. И это уже реально. Вам для этого не нужно заканчивать Гарвард. Вот. Вам для этого не нужно находиться в Америке или в Европе. Вы можете это уже сейчас сделать в Крыму с помощью современных технологий. И да, мне бы, наверное, хотелось бы достичь вот чего-то такого. Вот. И, ну, просто мне хотелось бы, да, сделать жизнь людей лучше, и просто как показатель, как метрика этого успеха, ну, не знаю, создать какого-то единорога, да, мне хотелось. Единорог — это компания, которая стоит, ну, там, более миллиарда долларов. И я бы, наверное, хотел. Ну, я могу хотеть все, что угодно. Вот. Как говорит, да, нам правила экономики, наше желание безгранично, а наши ресурсы ограничены. Ограничены, да. Что для вас Крым? Родина, моя тихая гавань, мое родное место. Очень теплое для меня место. Обожаю Крым. И те 10 лет, когда я не жил в Крыму, я всегда его вспоминаю, всегда слушал. Я очень люблю слушать записи со свадьб, где играл Алим Усманов. Вот, не знаю, очень мне нравится почему-то. Вот, и не знаю, вот тут люблю. Вот не могу как-то рационально, ну, как бы могу эмоционально объяснить то, что, ну, там, вот народ, там, меня вот воспитывали, то, что я крымский татарин, вот, но как-то рационально объяснить не могу. Просто вот теплое место, мое родное, обожаю, люблю, все. Вот. Вы свое будущее связываете с Крымом? Не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Ну, мы будем надеяться. Я не знаю, как-то просто как бы я бы точно хотел, чтобы у меня здесь, чтобы здесь была моя, вот, как я уже сказал, тихая гавань, куда я всегда могу вернуться. Ну, мы будем надеяться, что у вас получится в Крыму создать того самого единорога, Шахсметулса. Это было бы замечательно. И у вас все получится. Чохсаун Сулейманбей за этот искренний, достаточно содержательный разговор, за инсайты, которыми вы поделились. Я надеюсь, они будут полезны для наших зрителей. Чохсаун, Гарушкенджи. Да, вам тоже чохсаун за то, что позвали, за то, что дали возможность выразить свое мнение. Если кто-то, посмотрев этот подкаст,
станет хотя бы чуточку эффективнее, я буду очень-очень-очень рад, и мне будет очень приятно. Сагнус. Вот. Да, лазался.